Доброе утро, здравствуйте. Классное 1-июльское утро начинаю вместе с вами. Лилия Курамшина в студии программы «Салям». Знаете, я была в отпуске 2 последние недели, и вот для чего я чаще всего брала телефон в руки? Ни в коем случае не чтобы посидеть в социальных сетях, чтобы посмотреть прогноз погоды. Не изменилось ли там что-нибудь? Потеплело, может быть, а может быть, будет все-таки солнце. В разных районах республики, конечно же, абсолютно разная погода. Прошлые 2 недели в Уфе были немного, местами много пасмурными. И вот сегодня и всю эту неделю я просто взяла снова телефон в руки, чтобы посмотреть. В столице республики Башкортостан, по крайней мере, точно около 30 градусов тепла. Лично мне позагорать не удастся. Всю эту неделю я работаю, я буду вместе с вами. Это на самом деле классно. И то, что позагорать я не смогу, наверняка оно и к лучшему. Думаю, мои слова подтвердит гость нашей студии, врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Курамшина. Елена Рифхатовна, доброе утро. Доброе утро, Лили. Нормально, да? Ну, подумаешь, плюс 30 градусов, мы работаем, не загораем. Зато, что-то я с улыбкой на лице хотела сказать, но вот рак кожи, он точно пройдет мимо тех, кто не загорает. Ну, как бы банально звучало, мы всегда предупреждаем наших пациентов и вообще всех своих близких для того, чтобы они не перебывали на солнце. Потому что ультрафиолет, мы знаем, это друг и в какой-то степени враг. Потому что ультрафиолет – это хорошо, это витамин D, хорошее настроение, эндорфины. Но мы также понимаем, что нельзя ни в коем случае долго находиться под открытыми лучами солнца. Если у нас что? Интересный есть фактор, который мы можем посмотреть в телефоне – ультрафиолетовый индекс. Вот это, кстати, тоже для меня открытие, очень хорошее которое подспорье. сделали вы. Да, мы открываем приложение прогноза погоды в телефоне и ищем здесь вкладочка «Ультрафиолетовый индекс». Он показывает активность солнечного излучения. Этот индекс от 0 до 13. Естественно, что у нас более низкий, чем в жарких странах. И должны понимать, что он подспорит тогда, когда необходимо наносить солнцезащитное средство, или можно спокойно наладить и пока расслабиться. Но понимаем, что до 10 утра мы можем не пользоваться ультрафиолетовыми защитами, а потом уже, конечно, желательно наносить. При каком ультрафиолетовом индексе загорать, находиться под солнцем вот категорически нельзя? Но больше 8 это уже опасно, а больше 11, а фактор это до 13, вообще нельзя на улицу выходить людям, потому что опасно для жизни. А наши как раз-таки лайтовые до 5, желательно в этом диапазоне, но после 3 я уже рекомендую пользоваться ультрафиолетовой защитой. Сейчас 7 часов 40 минут. Низкий ультрафиолетовый индекс 1, вот как раз самое то, да? До 5 это максимально комфортно. Если больше 5, если люди любят загорать, но бронзовый оттенок кожи, да, это то, к чему многие стремятся летом, это опасно пигментацией. Конечно, пигментация, но плюс еще ультрафиолет очень активно влияет на наш иммунитет кожи. Если мы говорим про взрослых, у нас активизируются вирусные проблемы именно клеточного характера. Это такие, как папилломы. Кстати говоря, герпес. Очень часто у меня пациенты после юга, после загара приезжают и говорят, что да, обметало губы, герпес, а у некоторых даже опоясывающий герпес появляется на теле. Это мы снижаем уровень своего иммунитета, именно перезагорав. Даже такое бывает? Конечно. И особенно мы не всегда следим за своими детишками, потому что мы заботимся о себе. Солнцезащитный крем, много не выходим, а думаем, что детям витамин D полезен. Но я также рекомендую своим детишкам обязательно солнцезащитный крем наносить. И обязательно нужен детский солнцезащитный крем. Они отличаются, взрослые, детские. Лучше взрослым пользоваться детским. Мамы, пользуйтесь остатками от ребенка, но ни в коем случае ребенку не носить взрослые средства. Почему? Они отличаются по химическому составу, а иммунитет детской кожи, он формируется только к 12 годам, и поэтому здесь есть нюансы. Для детей свои средства. Причем защитой от ультрафиолетового излучения нужно пользоваться не только находясь на пляже. Обязательно при прогулках, потому что у нас сейчас тоже очень погода будет теплая, жаркая, и обидно, когда мамочка идет сама в панаме, в большой защищается, а ребенка открывает полностью и под прямыми лучами солнца с 12 до 2, если идет прогулка, прямо спокойно под открытыми лучами
на коляске прокатывают. Это связано с тем, что терморегуляция у детей еще не сформирована. Здесь и это играет роль, но и также сама чувствительность детской кожи, потому что мы приводим к фотодерматитам, к солнечным аллергиям. Такая тоже бывает проблема. И, кстати говоря, за счет того, что активность солнца повышается, посмотрите, у нас меняется климат, очень интересный он становится, ветра очень активные появляются, более агрессивное солнце. И все больше с каждым годом приходят пациенты с проблемами фотодерматоза, фотоаллергии. Как это проявляется? Это проявляется сыпью, почесыванием, покраснением после загара. Это можно как-то предупредить? Предупредить, конечно, Не загорать. меньше находиться под открытыми лучами солнца и использовать защиту. Напоминаем еще о том, что нужно защищать родинки. Конечно. Ну или вообще, опять же, не загорать, если у вас очень много родинок. Ну, если есть родинки на открытых участках тела, а хочется загорать, конечно же, отдельно каждую родинку нужно защитить и закрыть. У кого-то, если они большие, банально пластырь нужно будет использовать. Иначе, если не защитить их, что будет? Риск появления меланомы, перерождения, злокачественного образования. Но и можно спровоцировать не только гиперпигментацию, есть новообразования, которые очень активно растут под солнцем. Это кератомы, базилиомы, то есть вот эти все новообразования, если у вас появились, лучше проконсультироваться у дерматолога по месту жительства, или у косметолога своего. Удаляем родинки летом? Такое возможно? Конечно, или не стоит? Конечно, можно удалять, это не проблема. Единственное, что там есть период реабилитации, в который нужно будет защищаться, его более тщательно соблюдать. Так, родинки, папилломы, значит, летом удалять вполне себе В любое время можно. года можно, тем более летом. Есть некоторые продукты питания, которые говорят, якобы усиливают загар, морковь, про томаты даже кто-то говорит. Это правда? Но они не усиливают загар, если даже вы будете эти продукты употреблять активно и много зимой, вы тоже пожелтеете. Почему это не загар? Это через печень у нас идет накопление определенных веществ и окрашивание кожи. А мне нравится. Но это если будет, конечно, здоровый цвет кожи. Нет, это будет не совсем здоровый, это будет немножко желтушный, но вред для внутренних органов тоже есть, поэтому не рекомендуется пить прям свежевыжатые соки из моркови, из свеклы. Во-первых, окрашиваются ладошки. Бывает такое, приходят пациенты с оранжевыми ладошками и потом думаем, что же делать, как спасать. Итак, открываем приложение прогноза погоды, ищем показатель ультрафиолетового индекса, и если больше 5, то на солнце находиться нежелательно. Больше 8 или больше 5? Больше 5, больше 4 уже солнцезащитные средства, а больше 8 уже не надо активничать. Сидим дома. Спасибо огромное. Это, как обычно, очень полезно. Врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Курамшина была сегодня вместе с нами.